Сейчас звук выключаю, чтобы потом авторские права не заявили, музыка играет. Музыка сейчас пройдет примерно еще 40 секунд где-то и начну и запустимся. Сегодня Грузия отмечает День независимости. День независимости не в 91 году, а в 91-м провели референдум, значит, о восстановлении независимости. Речь идет, что 26 мая 1918 года Грузия в составе, если я не ошибаюсь, Закавказской республики объявила о своей независимости, суверенитете от Российской империи. Все возможности для того, чтобы значит, быть независимым и суверенным у Грузии были. Однако, увы, грузинскому правительству, и долгое время существовало грузинское правительство в изгнании, достаточно огромное количество грузинских аристократов, грузинских значит, буржуа выехали в результате того, что проиграли войну большевикам и тем люмпенам-комбедовцам, которые поддержали этот большевистский переворот. Но не нужно удивляться, действительно, лозунги, которые большевички использовали в своей агитации, в своей пропаганде, они, в общем-то, заходили именно тем, у кого в данный момент была винтовка. И в этом нужно понимать, о том, что бурятские националисты должны в том числе исследовать вот опыт тех вот правительств, которые, в общем-то, все правильно делали. И правильно делали и на международной арене, и договоры подписывали, и красивые бумаги оформляли, и, в общем-то, были интеллектуалами своего времени. Но вот внезапно проиграли людишкам, которые были готовы жертвовать собой ради вот, так скажем, фантазий. И в этом отношении, конечно, вот я несколько своих эфиров вел по поводу критики бурят-монгольства, да, и вот пока я не вижу, что бурят-монголы, вот они мечтают о будущем, они мечтают о великом прошлом, и вот эти все бурят-монголы, они там исповедуют интернационализм, при этом некоторые из этих бурят-монголов, они так очень ксенофобно настроены, там, к венкам, к маньчжурам, представителям там тюрков, там еще каких-то наций, значит, да, вот там про белую кость что-то говорят, а вот ДНК-то, ну, как бы оно раз и бац и выстреливает, как бы ДНК тут не обманешь в этом отношении. Поэтому бурят-монгольство современное, я вот углубился в материалы, ну, до этого тоже так читал эти книжки, читал эти все вещи, и все больше убеждаюсь о том, что это бурят-монгольство, подмонголизм этот, изначально это исключительно русская доктрина, разработанная в МИДе, разработанная для того, чтобы, особенно после
после договора, который с Англией подписали в 1906 или 1908 году, о котором ну, большая игра фактически завершилась, да, о том, что Тибет вроде как ну, с англичанами поделили, будто Тибет нейтральная сторона там, и так далее. А вот про Монголию, про Маньчжурию там речи не шло, и поэтому навалились, так скажем, все эти значит, обученные и на полставки или на полную ставку работающие, в том числе интеллектуалы, интеллигенция вот эта бурятская, да, и вот они работали на русский проект, потом он, значит, переоформился в 18, 19, 20 годы переоформился в виде перманентной революции, да, а потом, когда они уничтожили свой собственный народ в 20-е, в 30-е годы, да, когда вот эту люмпино-комбедовскую массу эту подняли на борьбу с истинными бурятами, да, когда вот колхизация началась, там, да, сгоняли в комбеды и все прочее, то есть у бурятошек-то она же раньше, вот у них тогда, вот у всех вот этих сторонников панмонголизма, бурят-монголизма, да, у них вся история, вот она тогда начинается, когда их загнали в колхоз, короче, и начали методически и методично обучать тем, что вот они типа вот буряты, но буряты-то они не такие буряты, бурятские, как говорится, а советские бурятские, да, интернационалисты и все прочее, всем должны на всех пахать, на дурачков пахать, всех спасать. И, в общем, вот эти все нарративы, вот сейчас они приводят к тому, что бурятосы не могут четко определиться с бурятской национальной идеей, четко своих лидеров выставить, да, особенно тех лидеров, у которых есть так называемый моральный компас, да, моральные маяки. Вот ну кого взять вот из этих представителей? Там же никого нету. И вот сейчас, казалось бы, ну, это тоже есть критика со стороны Баира режиссера, да, по поводу того, что вот американцы, там, буряты, которые в Америке сидят, не создали условия для Балдан-Ламы там и так далее. Да, у Балдан-Ламы вообще-то высшая степень, я об этом говорю все время, у него высшая степень, одна из высших степеней вот этой буддийской, значит, науки. Он блестяще там говорит на нескольких языках, естественно, там тибетский, все сино-тибетские, я так понял, прекрасно ими владеет. Он в любой момент мог, значит, заниматься преподаванием этих языков. Там проблем нет, ему было куда-то устроиться. Другое дело, что понятно, что там с бумажками небольшие проблемы были. И сейчас-то, конечно, ну, велика вероятность того, что Балдан Ламу, ну, так скажем, весь путь его поможет ему, значит, быть не депортированным, так скажем. Но вот на уровне микропланирования, микроменеджмента, конечно, там были небольшие, значит, недоразумения. И, в принципе, если бы были хорошие связи и, опять же, созданные, скажем, не год или два назад, там, псевдофонды какие-то непонятные, да, а которые бы четко, конкретно занимались адвокацией, например, созданные лет 20 назад, да, ведь многие же там бурятошки, вот эти панмонголисты, так скажем, бурят-монголисты, это же не первое там поколение, так скажем, вот этих бурятошек там в 18 или 19 году по политике заехало. Их было гораздо больше, особенно тех, которые заезжали еще в середине 2000-х, мне эту схему предлагали, поехать на учение Далай-Ламы и там в Америке остаться. Была эта схема прям рабочая, то есть там вот эти все буддисты, будданутые и так далее, они таким образом там натурализовывались. Но внезапно в 22 году оказалось, что ни фондов нету, ни схем нету. Да, то есть вот пришлось там всем бегать через эту границу вместо того, чтобы спокойно, нормально в Госдепе, в американских посольствах оформлять гуманитарный пароль или вот визы. Понимаете, то есть вот система-то такая. И сейчас вот никто на общее, да, на чисто бурятское работать там не хочет, хотя все там панмонголисты, бурят-монголисты, там все прочие за великого Чингисхана там и так далее. А видите, душка-то не хватает, душка не хватает, потому что это русская идеология, она навязана, это сказки. То есть вот, что первым прочитал, вот, бывает там толкинисты, бывает там, значит, Дюну прочитали, там, да, вот эти, значит, кто там, Квисат Хадарах, там, вот эти вот всякие, вот эту вот ерунду все это, значит, как там,
кто он там был-то, этот, из Дюны-то, этот, какой-то верховный паладин там или еще чего-то там, короче, да. И вот у них вот так вот застревает, короче, прочитали там книжку, значит, по бурят-монголизму. Ну вот и стали там бурят-монголами деланными, короче, пальцем там имена менять, там это, значит. А если ты, ну, всю жизнь был Игорюшка Циринжапов, например, да, всю жизнь тебя вот так кликали, и вдруг ты стал Аян БНД, значит, где-то там ему что-то там помогли, там что-то сделать. Да это не работает. Это не работает, друзья мои. Если вы своих детей Ванями, Петями называете, причем ни Вань, ни Петь у вас где-то не было, да, вы там всю жизнь бадмашки и цирены, циренжапы и все прочее были там и так далее. Вот это вот уже действительно говорит о многом. Одно дело это, когда там формально там были крещенные, там какие-то выкресты, там и все прочее. Но у каждого бурята всегда было бурятское имя. И вот это вот начинает забываться. Вы поймите, то есть это вот такие буритосы, у которых история вот личная внутри семьи, она начинается вот только в 20-е годы, когда их согнали в комбет. Потом это переоформили в колхоз и так далее. Вот они там чик-чик-чирик там и так далее. Да? И мы сейчас видим вот это вот как раз вымирание, деструкцию, уничтожение, вот когда там буритошки, не разобравшиеся, так скажем, да, не будучи националистами, да, люди умные, образованные там и так далее. Ну вот они что-то боятся, стесняются. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура, вот этого стесняются, да. И вот у них вот непонимание из этого происходит, потому что ну, не хватает то, что семья должна была вложить. Да, причем семья, она не должна заниматься там пропагандой или там какими-то этими фейками, например, как вот там одна тиктокерша, значит, да, в чистом глазу 2000 лет назад бурятский язык уже существовал. Уже такая архаичная форма, там буряты разговаривают, что-то вы знаете там. Это уже 2000 лет назад существовало, типа, бурятский язык. Я говорю, друзья мои, я говорю, покажите мне хотя бы один письменный источник, письменный, неважно в какой графике. Вот на бурятском языке конкретно там старше, допустим, условно говоря, середины 18 века. То есть банально просто вот его нет. Допустим, 15-16 век. Ну там вообще не найдете ничего. И естественно из-за этого возникает вот эти выскакивают бурят-монголисты, говорят, да вот там огромный пласт монгольской там литературы и так далее. Но это понятно. Это-то понятно, потому что там-то империя была, там, где вот эти источники сохранились, где они до сих пор там в архивах лежат и так далее. Это была часть Великой империи. И то, если бы там, значит, этой империи не было, то и никаких бы источников не было. А зачем эти источники в основном были? Нужны-то для того, чтобы определять твою право непосредственно на определенную землю, на определенных харачу, которых ты должен облагать налогом. Когда-то там в древности еще заключили какие-то договора и так далее. То есть вот для чего письменность нужна. Да, и, безусловно, деловая переписка и все прочее. Но это же не значит, что буряты тогда они не занимались. То есть они не знали, что такое письмо, не могли написать письмо там или еще что-то в этом роде. Все могли, все это делалось, но этого всего не сохранялось. Почему? Потому что важный источник культуры это было вот говорение на языке. И, собственно, почему русские это нацелились именно на уничтожение вот бурятского языка в свое время, да? Почему это? Советские и так далее. Для того, чтобы уничтожить не язык, сколько даже не язык, его кодифицировали и так далее. Любого дурачка через 200 лет возьми по тем даже учебникам, которые есть в наличии сейчас, которые я активно критикую, бурятский как родной язык, да, таких уже учебников не должно быть. Уже буряты утратили, даже те, которые говорят на языке, они не знают ни грамматику, ничего этого литературного языка. А может быть и даже хорошо, что не знают. По той простой причине, что этот язык специально создавался как язык колхозных масс. Это не язык интеллигенции, это не язык элиты, это язык колхозных масс, и он в себе внесет вот эту подложенную бомбу, так скажем,
Ну, а вот бурят-монголисты, они вот этого всего не видят, да, вот у них есть определенная псевдоистория, определенные псевдо, значит, байки, которые себя в униженном, оскорбленном русском мире, да, вот в этой системе русского мира, когда от тебя там ножки вытирают, нихау говорят в Иркутске, да, всякие пакости строят и так далее. И вот мы видим, да, что в каком-то руснявом селе, в котором всего 2000 человек, да, ну, дай бог, там 200 или 300 учеников, им там строят школу. А бурятосам, в котором такое же село, допустим, да, школу новую не построят. И почему бурятосы не записывают видео, не просят Си Цзиньпиня, например. Уважаемый Си Цзиньпинь, просим вас, значит, посодействовать, значит, в рамках китайских внутренних вопросов, да, о создании, вот, может быть, за китайский счет здесь у нас школы на бурят-монгольском языке, там, например, да. Ну вот, что мы будем изучать классическое, вот как во внутренней Монголии, короче, письма, да, в рамках вот этой, значит, программы, которую Сюнь Цен еще заложила, о 5 ведущих нациях, там, типа, да, ну, перемигиваясь, так скажем, в определенном значении. Вот почему-то бурятосы на такое не способны. И я еще раз, который раз вам говорю, почему это происходит. А потому что даже самый мелкий русский люмпен, быдло, вот этот оседленец, колонизатор, который туда приехал, да, самый даже вот этот вот необразованный, черствый, там, умственно отсталый, там, с IQ ниже 60, да, он себя там чувствует завоевателем. Он может, это его право такие вот, значит, заявления делать и так далее. То есть он не боится этой русской власти, потому что он знает, что эта русская власть его там держит именно с этой целью, с целью угнетения бурят, которые там находятся. И почему вопросы независимости и вовлеченности в политику, они должны ставиться в первую очередь. Сейчас. Потому что если ты политикой не занимаешься, то ты, соответственно, не занимаешься никакими своими вопросами, не можешь отстаивать свои собственные интересы. То, что там какие-то бумажки пишут, какие-то совещания там и так далее, это тоже хорошо, потому что в усредненной своей версии вот этот униженный, оскорбленный бурят-монголист, да, он не способен даже свои права защитить. Вот не берут на работу по национальному признаку. Я сколько помню это еще вот, с каких годов там даже вот какой-то бывший, значит, аспирант Бурятского научного центра, значит, вот какому-то другому аспиранту сказал, я говорю, пиши прокуратуру заявление. Если там по каким-то еще, ладно бы там куда-то на какое-то престижное место, просто даже тупо в охранники он шел. Ну, в какую-то охранную контору там объявление увидел, короче, деньги нужны, там, что, головар, короче, там, с этими, как его, кредитами там и все прочее, с женой беременной и так далее. Пошел там унижаться, короче. Ну, думает, сейчас возьмут, что там. Ума-то не надо в этом. Ну, а ему там прямо открытым текстом говорят, а мы не берем вас, бурятосов. И он даже не знал, что делать на этот счет. То есть он тогда уже были телефоны, где можно было диктофончик включить, где можно было весь этот разговор записать там и так далее. Или попросить сказать, что ну да, ну друзья, ну дайте мне вон отписочку какую-нибудь там и так далее. Где белым по-русскому написано, что ты меня не берешь, потому что я бурят, короче. Да? Ну просто вот даже вот на этом уровне. Зато он пошел там где-то бухать, раздражаться там и так далее. Этот чувачок мне потом это, ты не знаешь, вот что нужно делать. Я говорю, а как? Я говорю, ну, два варианта есть. Я говорю, подпалить их контору просто из национальной ненависти, говорю, да. А второе, это, говорю, мусорнуться, пойти в прокуратуру, записать о том, что вот создают дискриминационные условия, просим проверить, там, согласно таким-то, таким-то, таким-то вещам, короче. Есть инспекция труда, то же самое заявление. Потом, правда, конечно, там начнут бегать оттуда и говорить, ну, там же не было, там, вот, там, чисто это, там, давай, там, отзови заявление, там, все прочее, ну, там, мил, дружок, мими, бибе, бибе, там, и так далее, да. То есть, вот, пойти, чтобы до конца, вот этих бурят-монголистов, вот этих всех, их не хватает, короче. И, естественно, зная, понимая вот эту всю структуру, да, поведенческую, так скажем, неспроста же там в Советском Союзе очень много усилий за институт мозга есть там и так далее. То есть это же все наблюдалось за тем, как себя ведут бурятосы в каких-то критических ситуациях там и так далее.
на войне там и так далее. Все это материалы, они все прекрасно знают. И они понимают, что у Буритоса, вот этого усредненного люмпена-комбедовца, ему надо вот что-то было подбросить, да, то есть если бы он был вот этим советским человеком, да, лишенным абсолютно своего национального, он бы за свои права, как советский человек, бы боролся. И тогда в 70-е годы вот подняли эту систему, короче, уже умершую всю, уже они ее списали вместе с носителями вот этого панмонголизма там и так далее, там как их бурнациками называли, буржуазные националисты там и все прочее, да. Ну, удобное клише было, то есть уничтожали это буржуазных националистов где-то в других регионах, ну и бурятам попало. Откуда? Какие буржуазные националисты? Они были жертвами вот этой той же русской идеологии, которую запустили еще там во время большой игры в конце 19 века, в середине 19-го, конце 19 века. Понимаете? То есть, и вот сейчас мы как раз вот расхлебываем то, что в 70-е годы сами же буряты через эти партийные всякие службы и так далее вдруг внезапно там навязали. Вот пример яркий, да, об имплементированности идеи. Вот Буза, например, да. Ну да, было буза, такое стрёмное блюдо, там больше на монгольское было похоже, там три защипа, короче, жеваное мясо, там, значит, хреновое тесто, да, ну и, в общем-то, не на пару, а она готовилась там как-то в воде или там, значит, жарилась, короче. Была такая, по праздникам ели. Потому что тесто было дорогое, потому что вот это вот клейковина, чтобы на пару держалась, да, это вот не было такого теста, нужно было такое тесто, такую муку делать. Это высшие сорта. Что там произрастало в то время, таких сортов не было. А когда начали закупать колос Америки, вот тогда появилась такая мука, чтобы на пару что-то делать, чтобы пельмени там не слипались и все прочее, короче, да. То есть это 70-е, 80-е годы. И вот тогда придумали эту позу, украли ее буквально в чифанях, которые до конфликта на Дамасском там существовали в огромном количестве у китайцев. Китайцы что делали? Они крахмальчик добавляли в эту муку, короче, для того, чтобы, значит, получить вот эти вот свойства, чтобы это не разваривалось, все, чтобы держало сок там и так далее. И это чисто китайское блюдо имплементировали и сказали, что вот вам, значит, бурятская поза, значит. Ну и бурятосы сейчас любого дурака возьми, этого бурят-монгола, это да, издавна, говорит, ели. То есть вы понимаете о том, что вот этих дураков, ну как просто обмануть даже уже на таких моментах, что даже уже в течение там, ну, 2 поколений это укоренилось, будто это национальное блюдо. Тиктоки там всякие снимают. Вот сейчас недавно, значит, в Иркутске выпустили, значит, что вот сидит там семейка Бугус, короче, да, ее поза, значит, это совращает. Как вам такое? В Иркутске сделали. И самое главное, что вот буритосы этого не видят вообще, вот этих тонкостей, нюансов, вот этого хамства русского, да, где они прямо вот этот ролик создали и там пропагандируют, значит, куколство среди бурят, первое. И второе, значит, о том, что русским сигнал. А если даже муж есть, все равно насилуйте для того, чтобы они рожали метисов. Вот она система. Понимаете? И вы все это схавываете, и этот интернационализм, который внедрен вот уже в 70-е годы, когда вот это возникло, там, значит, бурят-монголизм, там это, значит, типа там монгольские, значит, какие-то там племена, там еще что-то там показывают, еще там, значит, вот там сейчас придут к нам, да надо там туда ехать, сюда ехать, что не было там где бурят, там никогда там придумали, искусственная нация и так далее. Я говорю, еще не встала бурятская нация, потому что нет бурятского национализма. То, на чем стоит сейчас бурятское вот это ощущение бурятскости, это все искусственно, это все имплементировано русскими. Нам нужно сейчас интеллигенции, людям, право, людям мысли создавать новую бурятскую реальность. И самое главное, имплементировать туда все ресурсы, все недра и всех бурят. Неважно какой, кривой, косой, там, метист, квадранс, там, черный, белый, зеленый, желтый, там, и так далее. Всех возьмем и всем раздадим вот эти блага, которые от Бурятии в Бурятии, от Енисея до Амура. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. 3 тезиса
которые лежат в фундаменте бурятского национализма современного, заложены мной, конкретно я автор этих тезисов. 2023 года регулярно о них говорю. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. И все дальше вы накручиваете на них, полагаете, это все, это базис. Это триада, на которой зиждется бурятский национализм сегодняшнего дня. И попытка, значит, его подменить всякими там этими, значит, бурят-монголизмом, там, всякими, значит, пан-монголизмом и так далее, что, мол, где там кто-то с Монголии там придет, поможет, там, поднимет, там, научит, там, значит, задницу подтирать и так далее. Они не будут, потому что, вы поймите, нет, во-первых, предпосылок. Второе, если бы что-то было, то в 45 году или в 49 году осталась бы большая Монголия. Внутренняя и внешняя Монголия бы объединились. Понимаете? То есть и те бы еще народы, которые там, значит, под китайцами, которые уже там близко к, значит, Великой Китайской стене там, значит, живут, ну, севернее, так скажем, там огромное количество племен монгольских, да. Они бы никогда под китайцев не легли, если бы что-то было, если бы какое-то, значит, с древности, как там, с глубины тысячелетий что-то шло бы. Почему? Потому что эта русская идеология внедрена в бурят для того, чтобы бурятошки бегали, там были агентами, значит, как в Тибет, вот эти Гамбажап, Цыбиков там ездил, там этот, значит, другой там товарищ, да, чтобы они там ездили, шпионили там и все прочее, материалы какие-то собирали этнографические и все прочее. То есть это было имплементировано для того, чтобы русские зашли и отняли у цинского Китая вот эти северные территории. Политика изменилась, коммуняки пришли к власти. Все с Мао Цзэдуном попилили, значит, понимаете. И вот сейчас до сих пор бегать. Ну вот яркий пример сейчас, вот вам сейчас приведу два примера, почему ничего не работает. Карта Монгола. Да, вот бегают эти любители, да, то есть, ну, они-то мошенники, аферисты, это же понятная тема. Они сразу сообразили, что на этом можно, ну, как бы дурачков-то полно хватает, люмпина-комбедовцев. Им надо историю красивую сделать, там сайт что-то сделали, донаты там просят и так далее. И там даже дошло до того, что они окучивать начали это. Ты вот это окучиваешь, а я это окучиваю. А они там не поделили, короче, участки. И в итоге один прошелся, прочесал все, короче, а второй поехал, а говорит, а вы же были, деньги собирали уже. А он говорит, как? А вот так, ну был уже, все, денег собрал уже там, на житбыт-то, короче, на карту монголов. С дурачков там со всех этих деревень там проехались, там дурачков окучили. И я вот вам говорю, вот как это возможно, да, если монголы вообще не в курсе, там, что есть какая-то организация, которая что-то там лоббирует. Депутаты там Великого Хурала и вообще администрация, канцелярия и так далее вообще знать не знают о том, что ну, да, что-то там когда-то там этот президент Монголии, бывший там увлеченный в связях с Эпштейном, где-то что-то ляпнул там, а ничего же не было сделано совершенно. Вот яркий пример это Польша. Да, и здесь карту поляка запустили совершенно по другим причинам. Это было известно, это было совершенно другие причины в базисе этой карты поляка находились. Нежели не то, что там вот этот главный мошенник у них там рассказывает и так далее. Но и здесь не какие-то, значит, там мигранты, репатрианты этим занимались. Этим занимались польские депутаты, связанные с бизнесом, со всем прочим. Я потом отдельно могу даже посвятить передачу на польском языке или на русском языке. Там найду специалистов, и мы на эту тему как раз поговорим. И почему этот проект не зафорцал? Да потому что нету там никого в Монголии, кто бы вообще был заинтересован в том, чтобы какие-то, значит, представители там монголов ехали там, значит, в эту Монголию там и так далее. И я был на научной конференции с монгольскими учеными, доктором наук на эту тему как раз и разговаривали. Они вообще, почему они не ратифицировали Венскую конвенцию о беженцах, например, монголы? Потому что они боятся, что Китай пустит там 5 или 6 миллионов, значит, беженцев,
в Монголию, во внешнюю, короче. И они вынуждены будут им предоставить убежище, а потом скажут эти беженцы: а все, мы хотим проголосовать на референдуме по возвращению в этот, значит, в лоно Китайской Народной Республики, например. И поэтому никаких телодвижений на этот счет, на карту Монгола, там еще прочее, нет и не будет никогда. И вот этим ресурсом, которые когда-то в 70-е годы ГРУ там, и все прочие советские структуры вбросили через вот эти все, в том числе партийные, значит, институты в Бурятии и в близлежащих территориях, и там тоже насадили в Казахстане, там сделали, что пустили эту мульку, что Чингисхан это казах, там, в Кыргызии, в Кыргызстане, там, значит, в Саха-Якутии тоже пустили, что это он Тан, типа, там, значит, этот якутский, на самом деле, они там даже фильм сняли, там, ну, в общем-то, дурацкий фильм, ну, неплохо для, так скажем, для якутов. В этом отношении, естественно, что вот эту вот всю мульку, да, вот важно понимать. Я когда вот с этими дураками постоянно сталкиваюсь, да, где-то, я понимаю, что это, ну, вот у них нету ничего бурятского. У них никогда не было ни в быту, да, ни, значит, ни в жизни их там, да, вот их родственники какие-то, ну, там чего-то, как попало жили, короче, в советское время, там, ни к чему не стремились и так далее. Ну, то есть, вот как жизнь, как быдло обыкновенное, да. И понятно, что это вот была идеология, которая создана именно для того, чтобы быдлишка, не для того, чтобы интеллигенция в это верила, да, а для того, чтобы быдлишка в это уверивала. Ну, и вот так и получается, что людишки без национального, да, вот они бросаются вот в это во все, да. Почему? Потому что они же не помнят вот этих историй, да, не помнят истории своих предков, короче. Их предки ничего из себя не представляли, да. И в этом отношении, конечно, вот он не хочет себя ощущать каким-то маленьким, убогим, примитивным бурятосом. Да, вот он гордо себя в грудь бьет и говорит: я бурят, монгол, люмпинокамбедовец, там, потомок Бадмы и Петьки, там, значит, и так далее. Значит, я хозяин там всей земли, да, а когда на работу устраивается, да, вот он приходит такой, а ему говорят: а мы бурят не берем, знаете. Вот у нас, ну, такой прогон из Москвы. И все, на всем, на этом все его бурят-монгольство заканчивается. Ну, можно там на буряте ор какой-нибудь гадский комментарий оставят там. Или, ну, максимум там где-то поревет, там еще что-то. И, а Ванюшки-то хитрые, они, оп, а он иди-ка туда. Мобилизация там или там контрактик заключай. Ну и что, и вот он идет, и мы же понимаем, почему это вот внедрилось, и до сих пор мы расхлебываем то, что мы в 70-е годы это вот схавали. Что бурятская интеллигенция там за копейки, за лишнюю бутылку водки, за, там, за научную степень, там, за какую-нибудь ставочку в Институте общественных наук, да, вот эту чушь распространяли. Потому что это, синофобия, ну, потому что нужно было, чтобы бурятосы под эти танки бросались, а теперь под китайские танки. А теперь это используется для того, чтобы бурятосов бросать под, значит, украинские танки. И в этом отношении, естественно, вся вот эта вот идеология навязанная, вот представляете, как долго она работает под разным соусом. И чего не хотят все вот эти вот девки, все вот эти бабки, там, да, вот эти вот полудурки все, люмпино-комбедовские, вот эти вот все там, с дефектами речи и так далее. Они не хотят, они боятся бурятского национализма. Причем страх у них, он совершенно непонятный. А почему? Потому что если ты бурятский националист, то уже выходишь на ту же тропу, что бандеровцы, на ту же тропу, что мельниковцы, да, о том, что русский мир с тобой будет в реальности бороться. Не какие-то фейковые там, значит, статьи там возбуждать, да, он как там одному, значит, бывшему менту Усиновцу там, его знакомый там возбудился, да, из ФСБ, там, завел там, чтобы палку сделать, например, или там засланные, так скажем, агентки из Бурятии, которым там, значит, тоже фейковые всякие статьи нарисовали и так далее. Им же ничего не угрожало. Да они даже нигде ничего даже на эти статьи-то и не наговорили. А тем не менее, хоп, им статья. Для чего? Лепят биографию для того, чтобы, ну, скормить там тем, которые вот
в Америке сидят, значит, и лоббируют русские интересы. Потому что, ну, вот сейчас вскрылось, например, Марко Рубио говорит, огромная компания там в Кубе создана, частная, приватная компания, значит, оборот там что-то 40 или 50 миллиардов. То есть вся экономика Кубы заточена на эту компанию, короче. В свое время там, значит, при Обаме или при других там лидерах выдали им, значит, грин-карты женам, там, сестрам, племянникам там, и все прочее. Вот они в Америке сидят, представляют эту компанию, покупают ежегодно до миллиарда долларов, они вкладывали в различные лоббистские организации левого толка, значит, всяких там сомалиек, там всякую еще вот эту всю левацкую чушь вот эту всю вывозили на Кубу, там они, значит, фотки делали там. Типа, как в Кубе хорошо живется при социализме и бла-бла-бла и все прочее. Это только нищая Куба, в которой вообще ни производства, ничего нету, ни нефти, ни газа, вообще ничего нету. Абсолютно они там даже сейчас не производят сахарный тростник, потому что нету топлива, ничего нету, они не могут ничего производить. Там все умерло фактически. Живут за счет того, что море дает и солнце. Все. Куба банкрот фактически. Да, и вот сейчас вот Рубио пытается, значит, там методом уговоров, значит, кнута и пряника, там, чтобы этот режим сменился. Или каким-то образом перестроился, да. И они давали миллиард ежегодно американским НКОшкам, которые там продвигали, значит, идею того, что с Кубой можно договориться, там кубинский народ, значит, проголосует, в свое время там коммунистов сменят, там многопартийная система возникла, бла-бла-бла, чушь-чушь-чушь, вся вот эта вот, ну, вся ерунда, которая тем же занимается Путин, короче, их хорошие русские, которые вот засланы сюда в большей степени для того, чтобы отстаивать как раз вот эту идею о нерушимости русского мира, о том, что, ну, не надо там запускать Золотую Орду, проект 2.0 там по поводу того, что, ну, мало ли там, знаете, там вот эти дикари там и так далее захватит. И тем не менее, сейчас переходим к основной нашей теме о том, что попка, значит, очень сильно у русских подорвалась, да, о том, что внезапно Казахстан принял решение, о чем я писал давным-давно, о том, что среднеазиатам, центральноазиатам нужно принять доктрину «Золотая Орда 2.0», объединиться с кавказцами, с чеченцами, с дагестанцами, с другими тюрками, плюс с адыгами, и захватить Москву, и поставить, значит, хана из чингизидов. И я добавлял, что мы, буряты, можем дать новую, там, скажем, условно говоря, чингизидскую династию. То есть я согласен стать первым ханом Золотой Орды 2.0, значит, заседать где-нибудь в Завидово, например, да, ставку сделать там, разбить, значит, ставку хана и оттуда управлять вот этими, значит, землями, там, орошать, так скажем, да, бросать свое семя на русскую почву и в русскую почву, так скажем, да. И в этом отношении, естественно, сейчас такое, когда русских ставят в неудобное положение, да, особенно после вот визита Трампа, например, который неделю назад состоялся в Китае, да, они что думали, что там обострятся, там, короче, вокруг Тайваня начнут что-то, да, суетиться и так далее. А они умные люди. Раз, а что нам делить? Мы первая и вторая экономика мира, да, что там? Нам надо сотрудничать, нам надо богатеть, да. А Трамп, он ехал, ну, говорит, видишь, у этого же проблема, у этого недомерка-то, который уряд не может сказать. Да? Видишь, у него же уже все. И что, да, там Дальний Восток и так далее, а у нас уже проекты готовые. Американские и китайские базы, например. Да? Мы приветствуем создание совместного контроля над... То есть, я всегда говорю, нужно оккупировать, добиться того, что Рашка будет оккупирована соседними войсками соседних стран, да, и оттуда уже будут вычленены независимые государства. Бурятия от Енисея до Амура, да. Казахстан уже по этому пути пошел, да? Золотая Орда 2.0. Вот мы западную границу искали, Бурятия от Енисея до Амура, да, западная граница. И вот она будет как раз с Золотой Ордой 2.0 проходить, вы поймите. Понимаете? А русские-то они что? Они же сильную власть-то любят, а казахи-то дадут им сильную власть. И русским бабам дадут
нормальную сильную власть. И устанет модно, да, там корни искать, да, что вы там не русские, значит, не московиты, а вот там чуваши, например, там, или финно-угры какие, да, и вот снова вот эти нации, которые там как будто бы вымирают и так далее, обретут свою новую силу, там, по фамилиям, там, Водянова, например, не будет говорить, что она русская, она скажет, что я Водь, я Ингерманландка, например, там, и так далее. Ну, то есть, вот снова будет эти возвращения, мода поменяется, так скажем. И сейчас, когда модно там себя в грудь бить, там всякие песни петь по типу «Я русский», вот будут петь «Я монгольский», например, или «Я казахский». Понимаете? Вот у нас уже западная граница Бурятии от Енисея до Амура есть уже западная граница. Да? Это Золотая Орда. Другое дело, как там Китай пойдет. Ну, естественно, что почему мы до Амура, а не до Курил. Потому что Маньчжурия, Великая Маньчжурия, вот эта ивовая завеса, так скажем, да, то есть это же нужно маньчжурам вернуть. Понятно, что там тоже непростая ситуация. Ну, в данном случае вот мы говорим о КНР, да, о тех вот ресурсах, да, зачем там какой-то Тайвань там и так далее, то есть это тоже те же китайцы, по сути дела, там председательница этой партии Гоминдановской туда приехала, там на поклон Сунь Яцену там поклонилась, значит, Си Цзиньпинь ее принимал, мы там за единый Китай, бла-бла-бла, там и так далее, и все прочее, то есть вот они же против этого выступают, потому что демократы, которые там оппоненты, так скажем, вот этой гоминдановской партии, да, они говорят, мы хотим независимость объявить. О том, что не единый Китай, так скажем, республиканский, коммунистический, да, вот чисто мы независимый Тайвань там и так далее. Ну, фактически они независимы. Другое дело, что вот американцы схитрили, они вот так вот чик-чик-чик, там что-то заморозили, какие-то сделки и так далее. Но дал понять, что если полезешь, Си, то будет республика, будет Гоминдан. И понятно, что Гоминдан, например, он же Монголию внешнюю не признавал вплоть до 2002 или до 2006 года. Понимаете? Там на острове не сидели, и Монголию не признавали, по-моему, до 2006 года. Потом там заключили соглашение, ну и взаимно признали. Вот такая система. А мы можем же сказать, а мы тоже не признаем вот эти Кяхтинский договор, там, например, Нерчинский договор. Они же без нас, без бурят же были заключены, правильно? Ну да, они там могут на что-то сослаться, но мы можем сказать, что это же наша земля. Вы с кем там заключали договоры, там еще, что там подписываем? Мы их признаем неравноправными и просимся, значит, в лоно великой китайской цивилизации, например, да? Ну, понятно, что китайцы нас не примут, слишком там много капиталовложений нужно там и так далее. То есть, вы понимаете, там высокоскоростные железные дороги строить, поднимать там качество уровня жизни там до более высокого и так далее. То есть, понятно, что им лучше иметь государство клиента Бурятии от Енисея до Амура, нежели там какую-то свою собственную территорию там и кучу обязательств брать для того, чтобы там, значит, это, какие-то ресурсы получать, которые они и сейчас получают. И в этом-то вся и система, почему сейчас не допускается бурятского национализма, нигде не хотят вот эти вот всякие там бабки, девки, вот эти все полудурочные, эти все больные, там метисы и так далее. Почему? Потому что мы в первую очередь, любой национализм, он ставится насчет территории земли недр. Что эти недра должны идти в наших интересах. Что каждый бурят, получая вот эти вот, хотя бы рентный доход, он каждый месяц может миллион, просто ничего не делая, миллион рублей сейчас иметь. Вы представляете, какие огромные ресурсы из нашей, из Бурятии этнически, от Енисея до Амура отправляется в никуда, на русскую нацию фактически. И они говорят альтернативу, если хочешь, будь русским, значит. Но вот выше какого-то определенного потолочка мы тебя не пустим, потому что там голодные русские рты. Не только местные, но еще и из Москвы, и из других регионов. Вот посмотрите, как любое предприятие, которое приносит доход, да, как оно работает. Они не нанимают местных. Ну, может быть, уровня там дворника или еще что-то. Самая тяжелая, самая стрёмная работа, да? Вот все же остальные там, инженера и все прочее, они же летают на вахты по 2 недели. У них щадящий режим, зарплата огромная, там по 500 тысяч. Почему так происходит? Ну, правда, их заставляют там, значит, платить какие-то подоходные налоги и так далее в Улан-Удэ, там, ну, в Бурятии имеется в виду. Ну, и вот местная власть, она этим довольствуется.
Что ладно, ну он ставит хорошую зарплату, значит, и с этой зарплаты, значит, ну, республиканский бюджет что-то падает, короче. Какая-то копейка на какие-то такие мелкие, абсолютно никчемные, значит, инициативы. Как там помню, один депутат Народного Хурала хвастался, что там, значит, благодаря тому, что он в Урале, у егошнего сына, значит, оборот там несколько сотен миллионов рублей. Я говорю, а что не долларов? Я говорю, ну, мы же с наших ресурсов-то, будь у нас нормальная бурятская власть, мы же в миллионы бы залезли, долларов, говорю. И кредитовались бы где-нибудь на Западе, и банк бы у нас бы здесь нормальный был, а не какой-то ущербный Байкал-банк. И Афинаж бы золото мы здесь вели бы. И напрямую с федеральной системой, резервной системой США бы работали, говорю. А что? Даже в рамках этого русского законодательства, федерализма, условно говоря, мы могли бы это делать, минуя там и русский Центробанк и все прочее. У нас же есть государственный банк в Республике Бурятия. Госбанк так и называется. Понимаете? То есть вот этим довольствуется. А почему все это происходит? Люмпина комбедовство. Вот это нету этого, понимаете? Вот эти имплементированные, значит, левые русские идеологии, да, которые там, ну, сейчас маскируются под видом бурятства. А боятся бурятского национализма бурятосы, потому что это ответственность. Потому что это сразу тебя переводит в несколько другое измерение, так скажем. Ты становишься как бандеровец, опасный для русского мира. Потому что, конечно, они шхавают с нас. Нам не просто, вы даже не понимаете, вот вы кормите собаку там объедками, да? Так вот, поделите на 1000, и вот именно столько уходит бурятам. Вот вы поели, да? И поделите то, что вы даете своей собаке, еще на 1000. Вот это получают буряты на все свои хотелки, на все свои инициативы. И говорят, спасибо, мы рады, русский господин, понимаете? И готовы рекрутов вам давать там. Нате, пожалуйста, под украинские танки, под украинские дроны их пускайте. А все почему? Потому что вы, вот эти предыдущие поколения, да, никогда не задумывались. То есть хорошо жили, видимо. А кто задумывался, например, кто что-то делал на этот счет, они все либо крякнули их, либо они просто в какой-то момент зачморились, испугались, ушли в семьи, в жит-быт. Да, но в какой жит-быт-то надо уходить? Надо на своих правах уходить, что там 10 детей было там. 40-50 внуков и так далее. Мы видим такие бурятские семьи, сейчас даже. При всех тех сверхдоходах, которые получают те же военные и так далее, что они там бросились заниматься увеличением численности бурятского населения, что ли? Да не, ну это так на уровне стандартных демографических процедур. Там 3 ребенка, 3,5 или там сколько? 2,5, 2,7 даже. Даже не 3 целых. И в этом отношении, естественно, из-за чего это все происходит? Из-за того, что нет вот этой национальной идеи, там, подмены всякие, там, язык, там, значит, сначала лишили языка, потом сейчас создают условия, где, значит, не знаешь язык, не бурят, типа. Так вопрос-то гораздо глубже лежит, а не так на поверхности, как вот эти всякие, которые грантики сосут мелкие, там, значит, на ТикТок, там, еще там что-то, для того, чтобы в уши запинывать международному сообществу и создавать вот этот, значит, бэкграунд, да, в виде больших данных, значит, что вот там выделили гранты, выделили это, там сумма там 2 700 миллионов, там 3 миллиона, там и так далее. Почему? Ну, потому что это же выгодно, потому что я говорю, делите на 1000. Если они выделили 5 миллионов на какие-то гранты на касаемо бурятского языка, значит они сэкономили 495 миллионов. Потому что что такое бурятский язык? Где институт бурятского языка? Где там 100 специалистов различного уровня, ученых, филологов? Что мало их подготовленных? Что мало их существовало и так далее? Где, значит, типография, которая бы печатала? Значит, и переводила, например, произведения мировой литературы, философии и все прочее на бурятский язык. Где эти все специалисты? Этого же нет. И это бурят-монгольство,
Оно вам этого не дает, потому что все, это же русская идеология, они вот подкупили вас там и так далее. Ну вот сидите. Даже последний журнал, я помню, в 21 или 22 году, Байкал такой был, там что-то они печатались там и так далее. Там даже Низовкину печатали, до того опустились, что, короче, кто бы туда не послал что-нибудь, и они бы тоже, ну, обработали немножко и послали. И вот эти даже жалкие копейки, да, старый журнал, которому там 50, это, они не требовали, там редакция, по-моему, 2 или 3 человека было, да, они просили там подписку там оформить и так далее, или просто хотя бы покупать эти журналы. Потому что раньше библиотеки закупали эти журналы там и так далее, различные там сельские и так далее, их обрезали. И они уже перестали, уже интерес перестал. А буряткоязычной версии вообще давно этого Байкала не было. Понимаете? И вот этих специалистов-то надо содержать. И почему мы вот эти всякие бурят-монголы и все прочее эти вопросы не задают там, находясь. И даже ничего на этот счет не делают, значит, где-то за рубежом, например. По сохранению бурятского языка и так далее. То есть это такая картинная вся вещь, потому что изначально во всем этом русский дух, русская идея вброшенная, имплементированная, понимаете, заставляют по-русски думать. А бурятские националисты, они думают по-другому, более фундаментально. Я говорю, что лучше ничего не делать, чем делать это плохо. И вот бурят-монголы делают что-то, а делают плохо. Почему? Потому что изначально это все русское. Все создано для того, чтобы украсть у нас ресурсы. И потом забить значит, всякими непонятными идеями бурятам голову, для того, чтобы мы эти ресурсы не истребовали в свою кассу, на свою пользу. Эти уголь, нефть, газ и все прочее, они должны на наши интересы в первую очередь работать. Все эти вонюшки, которых туда царь прислал, заслал там и так далее, они должны на наши интересы работать. Вот такое поведение, вот такие мысли русские не допускают там. И вы должны это перебарывать себе. Вы должны знать, вот приходишь ты в класс, видишь, там одна русня сидит, и ты говоришь, это все мои, они все на меня будут работать. Вот так это должно с детства воспитываться. А поскольку вы слабенькие, значит, вот вам Толкин, вот вам там, значит, этот Дюна, там различного рода другие там, значит, фантазии и так далее. И вот людишки идут, вот читают книжки, в своих фантазиях начинают жить. А самое простое, и в этом отношении Казахстан, понимаете, какое мощное изменение произошло, да, какое мощное изменение. То есть мы потомки Золотой Орды, проект Золотая Орда 2.0. То есть прямо угроза, прямо конфронтация с вонюшками. И нам надо поддержать братьев-казахов в этой инициативе. И каждый бурят, становитесь бурятским националистом. Даже если вы не бурят, присоединяйтесь к нам, говорите с утра и до ночи: Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура, Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура, Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Всем спасибо за внимание, до новых встреч и пока. И сим мы победим.